Сотрудники полиции установили местонахождение разыскиваемых женщин в Якутске. По сообщению пресс-службы МВД, одной из основных причин исчезновения являются злоупотребление спиртными напитками и конфликты с родственниками. Так полицейские обнаружили 32-летнюю женщину у ее знакомых. О ее пропаже заявили 8 ноября. Выяснилось, что ранее женщина неоднократно самовольно уходила из дома. 19-летнюю жительницу Якутска, которая 31 октября ушла из дома по улице Автодорожная, оперативники разыскали в день поступления заявления. В настоящее время ведутся поиски 44-летней женщины, которая вышла из дома по улице Лермонтова и не дает о себе знать. В полицию обратилась ее дочь 10 ноября. Отмечается, что женщина и ранее неоднократно самовольно уходила из дома. Водитель КАМАЗа, задержанный в селе Капитоновка, находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД. Напомню, в социальных сетях распространилось видео, на котором несколько бортов ГАИ преследуют большегрузную машину. Около 12 часов ночи возле одного из домов Якутска инспекторы заметили грузовик, который вилял по проезжей части. Водитель не остановился по требованию сотрудников и ускорил движение. Он продолжал набирать скорость и допускать многочисленные нарушения ПДД, создавая реальную угрозу жизни и здоровью другим водителям. Тогда инспекторы решили вывести его из города, чтобы уменьшить риск ДТП. Отмечается, что после непродолжительной погони водитель был задержан на Намском тракте возле села Капитоновка. Оказалось, что 38-летний мужчина пытался уйти от ответственности за управление в состоянии наркотического опьянения, признаки которого установило проведенное медосвидетельствование. В отношении водителя составили 10 административных материалов за проезд на запрещающий сигнал светофора, игнорирование требований об остановке и неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. Замглавы одного из наследников Якутии подделала документы мужа для получения более 1 миллиона рублей по госпрограмме. Мужчина оформил фиктивные документы, подтверждающие трудоустройство с помощью супруги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Программой по развитию сельского хозяйства предусмотрена социальная выплата на строительство или приобретение жилья при трудоустройстве одного из членов семьи в агропромышленном комплексе или социальной сфере в селах. В прокуратуре отметили, что при наличии указанного условия мужчина, будучи официально нетрудоустроенным в целях получения социальной выплаты, оформил фиктивные документы, подтверждающие трудоустройство в крестьянском фермерском хозяйстве. Супруги предъявили поддельные документы в Минсельхоз Якутии и получили выплату в размере более 1 миллиона рублей. В их отношении возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. На данный момент обвиняемые возместили ущерб в размере 200 тысяч рублей. Пожар произошел в здании техникума в селе Графский берег Намского района Якутии. По информации МЧС, на момент возгорания учебный процесс не проводился, погибших и пострадавших не зарегистрировано. Пожарные прибыли на место в течение 4 минут после вызова. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 20 квадратных метров. Всего было задействовано 12 человек личного состава и 3 единицы техники республиканской пожарной охраны. Сообщается, что огонь повредил потолок кабинета информатики. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. На месте происшествия работает дознаватель МЧС России. Устанавливаются виновное лицо и нанесенный ущерб. Следователи задержали подозреваемого в убийстве 2 женщин и покушении на убийство ребенка в Московской области. Мужчина 1994 года рождения работал у потерпевших в доме подсобным рабочим. По данным следствия, 7 ноября поздно вечером подозреваемый, находясь в частном доме, убил ножом 2 женщин, мать и дочь. После этого он ударил ножом 6-летнюю девочку, однако ей удалось выжить. Подозреваемый обыскал весь дом и скрылся. В настоящее время ребенок находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Предварительно мотивом убийства явился конфликт из-за денежного долга за оказанные им услуги. Обнаружено место, в котором он сжег одежду, находившуюся на нем в момент преступления. В настоящий момент ему предъявлено обвинение. Инфраструктура и автопарк северного побережья Крита испытали на себе удар стихии второй раз за 3 недели. Бурные потоки с гор смыли в море несколько десятков машин. Проливные дожди с грозами стали причиной мощных паводков в районах Ираклиона и Ретимна. Вода поднялась до окон первых этажей. Пожарные приняли более 300 вызовов от жильцов затопленных домов. Многие не могли самостоятельно выбраться из собственных квартир и автомобилей. Службы спасения работали на пределе возможностей. Островитяне говорят, что им еще не приходилось сталкиваться с такими явлениями. Ущерб просто огромный. Мы обратились за помощью к пожарным, а нам сказали: ждите своей очереди. Сколько лет здесь живу, ни разу не видел ничего подобного. Поверить не могу. Творится что-то невероятное. Началось вчера в 4 утра и шло по нарастающей. К счастью, как говорят официальные лица, пока обошлось без жертв и серьезных травм.
Метеорологи не обещают в ближайшее время улучшения погоды и прогнозируют новые ливни.